государственного управления для людей стало одной из ключевых на Международном форуме урбанистики. Обсудим эту тему, а также важные заявления вместе с членом Совета по правам человека при президенте России Екатериной Винокуровой. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какие заявления, прежде всего спрошу у вас, отметили бы вы и что интересного вы услышали? Ну, слушайте, мне на самом деле очень понравилась формулировка пленарного заседания «это власть для людей». Почему? Потому что как это относится к урбанистике, да, о чем мы вообще говорили в течение всего форума, что сейчас активно формируются именно локальные комьюнити, то есть людей, которые объединены не политическими там взглядами, например, а тем, что они живут в этом доме, в этом районе, в этом городе. И у них, они объединяются для того, чтобы защищать свои интересы, да, и преобразовывать вокруг себя именно то пространство, в котором они сами живут. И, конечно же, у нас в рамках этого возникает совершенно новый запрос гражданского общества на диалог с властью уже по совершенно новым стандартам, потому что очевидно, что существующие формы, которые есть в законодательстве, они не успевают за развитием гражданского общества. И, например, если раньше, да, глава района, например, да, это был кто? Прежде всего исполнитель каких-то административных директив, то сейчас от него требуется фактически стать комьюнити-менеджером и слышать людей и делать те преобразования, которые именно что нужны людям, да, а не те, которые он считает сам нужным. Потому что, опять же, бывают такие трагикомические ситуации, когда власть хочет сделать людям как лучше, а выясняется, что людям не надо это, да, там, а им нужно другое что-то. И, конечно же, сейчас очень важно прорабатывать вот всевозможные новые инструменты диалога с обществом, особенно вот с локальными комьюнити. Например? Ну, например, в качестве самый простой пример – это те же самые прямые эфиры в инстаграмах, которые у нас вошли в моду в пандемию, в период пандемии, да, ну, например, очевидно, да, что если глава района, да, там раз в неделю проводит просто прямой эфир, да, куда ему пишут вопросы, да, то это, например, отличный инструмент обратной связи. Опять же, всегда хорошо, когда у чиновника есть соцсети, в которых он отвечает, да, в которых, опять же, локальные группы там, в том же самом ВКонтакте или в Фейсбуке, где его просто тегаются, спрашивают: скажите, пожалуйста, а почему у нас вот здесь вот мусор не вывезен? И он отвечает там: или машина сломалась, или нет, вы знаете, там мусор уже вывезли, или а мы не будем больше вывозить мусор, да? И как раз такие инструменты, мне кажется, сейчас очень актуальны, потому что старые инструменты, например, только публичные слушания, где люди письменно высказывают свое мнение, или старомодная такая форма – это обходы и объезды, это как, ну, еще советская форма, но очевидно, что нет, нужно больше, больше, больше. Екатерина, я один из подписчиков ваших в телеграм-канале. Спасибо. И я понимаю, что у вас есть общая картина по всей стране, и в том числе вы отслеживаете уфимскую и башкирскую повестку. Вот как вы считаете, в Башкортостане управление государственное, оно для людей? Ну, смотрите, так как я все-таки не живу здесь, да, но у меня здесь много друзей, и я действительно слежу за башкирской повесткой. Мне нравится, что ваша региональная власть, она, во-первых, ставит такие вопросы, да, на тему власти для людей, потому что, скажу честно, не в каждом регионе власти даже задаются таким вопросом. И я так понимаю, что что-то выходит. Вот у нас была наша площадка была в пространстве «Арт-квадрат», и это совершенно современное городское пространство, которое можно спокойно сравнить с известным московским винзаводом и Артплей, где действительно куда хочется приходить, там, почитать ли книжку, сходить ли в кафе, да, но это абсолютно современное пространство, и это очень круто. Ну, это частная инициатива. Это бизнес вложил средства в городскую среду. Как вы оцениваете, насколько сегодня вот это партнерские отношения? Вы знаете, я выступаю всегда категорически за развитие любого государственного частного партнерства. Давайте приведу вам странную, может быть, аналогию, но на самом деле она имеет место быть. Это когда в период пандемии многие люди оказались в очень тяжелой ситуации, и очевидно, что государство не может не отследить все ситуации, да, не оказать оперативную помощь всем, и при этом мы видим, как поднялось волонтерское движение, когда как раз через волонтеров, отчасти там многие волонтерские там движения, фонды, они в итоге доносили до власти возникающие ЧП, возникающие проблемы, а с другой стороны оказывали помощь на местах, да, часто быстрее, кстати, и эффективно, чем это сделал бы чиновник. И это совершенно нормально. Тут нечего стыдиться. Как вы считаете, какие тренды, появившиеся во время коронавируса, останутся с нами надолго? Давайте отдельно обсудим и для общества, и для властей. Ну, смотрите, первый тренд – это, конечно же, волонтерство. Когда оказалось, что у нас просто десятки миллионов совершенно замечательных людей, которые рванули на помощь своим соседям, на помощь пожилым людям, на помощь малоимущим людям. И это просто потрясающе. Я сама вот была волонтером.
И, если честно, это очень сильно еще психологически помогало не сломаться, продержаться, понимание, что я не одна такая, что вот очень мы делаем одно большое общее дело. С другой стороны, очевидно, опять же, да, что мы поняли, что очень многие форматы можно уводить из офлайна в онлайн, как, ну, те же самые уже упоминавшиеся прямые эфиры в Инстаграме. И я думаю, что это останется с нами. Очевидно, что многие поняли, что не так уж и нужны офисы как таковые, что можно достаточно эффективно работать удаленно из почти что любой точки мира. Я думаю, это тоже останется. Вот. Что касается власти, то на самом деле тут, я могу сказать честно, от региона к региону по-разному было. В Башкирии, справедливости ради, ну вот все запросы, которые там, ну, которые возникали, да, какие-то проблемные ситуации, я видела, что на все дается реакция, я там сама тоже обращалась по ряду ситуаций. Например? Ну, в частности, конечно же, да, там, когда речь идет о помощи неимущим гражданам, да, конечно же, это основное. Или о том, например, что люди, особенно в самом начале пандемии, было же непонятно, какие симптомы. Что делать, если у вас есть температура, нет симптомов, есть симптомы, нет температуры, куда бежать, да, вот, ну, что делать. Потом уже, конечно, ну, система выстроилась, да, потому что понятно, что первые недели все, ну, фактически вслепую, да, шли это во всех регионах, и в Москве тоже. А вы с кем контактировали, если не секрет? Ну, я не буду. Ну, то есть вы получили реакцию, и вы оцениваете, что контакт есть? Да, контакт есть. Я могу сказать, я взаимодействовала, знаете, с кем? С вашим Советом по правам человека локальным. Контакт есть, все нормально. Были регионы, в которых просто вот, я не буду называть регион, где в одном из городов больница, на которую поступило просто максимально большое количество жалоб по России, причем это отметила не только я, а еще несколько фондов, в которые тоже поступали эти жалобы. И очевидно было, что с этой больницей происходит какая-то катастрофа, но вот нам там сдвинуть не удалось ничего, потому что даже какие-то региональные чиновники нас слышали, они спускали это на муниципальный уровень, где вот все эти жалобы растворялись. Есть у нас такой вот позорный совершенно случай. Я обещаю, что я там так не оставлю, поэтому я не хотела бы сейчас сразу называть, да, подождем. Если... Давайте вернемся к Международному форуму урбанистики, который здесь в Уфе проходит. Скажите, какие интересные заявления вы услышали? Ну, естественно, интересное заявление это про парк Таратау. Мне безумно интересен этот проект, ну и вообще мне на самом деле очень понравилось как раз, что, опять же, по вопросу о коронавирусе, сейчас очевидно, что мы в ближайший год будем в основном путешествовать по России, и в этом плане те регионы, которые успеют ухватиться за эту возможность, они, конечно же, будут молодцы. И хорошо, что Башкирия спохватилась об этом, ну, фактически публично первой после коронавируса. Я считаю, что это очень, ну, это безумно интересно, за этим будет наблюдать. Второе. Это действительно мы сегодня много говорили как раз о развитии государственно-частного партнерства, потому что от государства на самом деле очень часто требуется что? Не мешать. То есть вот это вопрос о том, да, что чиновнику иногда не надо делать хорошо так, как тебе кажется. Ты не мешай тем, кто проявляет какую-то инициативу. Это может быть причем от создания, да, там, таких пространств, как арт-квадрат, до банального граффити, да, там на доме. Или до банального решения, что, например, строить. Обувной магазин, овощной ларек или что-то третье, да, там, или какое-нибудь как раз общественное пространство, или парк. И обязательно, вот, ну и как раз говорили о том, что в данном случае все-таки за локальным комьюнити, за людьми, которым в этом пространстве жить, должно быть последнее слово. А те, кто хочет стать вот этими местными звездами, какие рекомендации вы могли бы им дать? Ну, смотрите, я могу дать несколько рекомендаций, но первое, это, конечно же, у вас, как и у нас, есть в Фейсбуке, ВКонтакте районные группы, в которых на самом деле все активные участники друг друга, конечно же, знают. Я бы призывала не бояться взаимодействовать с соседями. Да, бывают, у нас в локальных группах тоже бывают и споры, и конфликты, как раз часто по поводу благоустройства. Вот у нас парковые зоны, вот кому-то нравится, что сделали, кому-то не нравится, кто-то требует переложить плитку, кто-то требует разное. Не бойтесь искать общий язык с соседями, как раз это возможность открыть в себе, да, там, навыки такого коммуникатора. Во-вторых, читайте законодательство. Потому что, на самом деле, к сожалению, одна из проблем локальных комьюнити – это то, что не все пока что знают хорошо законодательство, особенно местное. И часто, например, у вас сломался домофон в подъезде, а люди начинают писать в администрацию президента Российской Федерации.
хотя это решается совершенно другими инстанциями. То есть старайтесь обращаться всегда по каждому вопросу ровно к той инстанции, которая это решает. Это экономит, на самом деле, очень много времени, банально. Вот. Опять же, да, я очень советую всем чиновникам становиться тоже членами своего локального комьюнити. Ну и третья у меня рекомендация даже, наверное, не столько к зрителям, сколько к политикам. У нас было за последний год было несколько примеров, когда, казалось бы, предпочтительный кандидат, да, у которого изначально были и ресурсы, и популярность, и все, они проигрывали в итоге выборы, потому что они не договаривались как раз с местными комьюнити, там, жители района, экологи, противники, там, градозащитники и так далее. Эти комьюнити объединялись, причем не скрывая этого, объединялись против этого кандидата, и выигрывал другой. Потому что эти комьюнити дают те самые несколько тысяч голосов, которых хватает для победы другому кандидату. Так что я очень советую как раз тоже политикам и общественным деятелям ни в коем случае вот не закрывайте глаза на мнение локалов, потому что сейчас именно эти люди определяют повестку, и эти люди начинают определять, кто здесь будет у них власть. И становятся инфлюенсером. Да, и становятся инфлюенсером, да. И как раз, вот я говорю, были случаи, когда в итоге локальный инфлюенсер за счет поддержки местного комьюнити выигрывал у кандидата тяжеловеса. Спасибо, Екатерина. Это была Екатерина Винокурова, член Совета по правам человека при президенте России. Она считает, что сейчас время возможностей.